Вместо напора из крана драгоценные капли из кувшина. Экономить даже на мытье рук этой зимой приходится семье Яковлевых, при том, что в хлеву есть скотина, которую тоже нужно поить. Вот вычистили маленько, вот отсюда сейчас воду берем. Яковлевы не единственные, кто этой зимой сидит без воды. Вот уже 3 месяца страдают сразу 3 деревни Кряж-Шуранского поселения. Все потому, что в октябре встала единственная водонапорная башня. Почему башни кончились? Потому что агрофирма воду качали из башни по 20 тонн. И на машину, и поля брызгали этой водой. Можно у нас ик есть, речка, да? Пруд есть. Можно было оттуда воду брать. Вот так вот канистрами возим. Селяне везут воду кто откуда, кто с Муслюмова, кто с отдаленных сел. У кого есть машина, тот везет, у кого нет, идет пешком. А кто же? Ну вот кто мне принесет? Есть сын, так он в городе живет. Когда он ко мне приедет? Он 2-3 месяца приезжает ведь к нам. Вот, сами таскаем, вот, встаем, да вот, с палочкой и пошел. Единственная надежда для пожилых – родник. Он находится в километре от деревни, но расположен так, что добраться к нему не так просто. Отдыхаешь. Очень крутой делали, никуда не годно. Это не для людей делали, это для скота делали. Да, вот поглядите, как круто там, круто. Что там круто-то, не зайдешь. Хоть бы сюда куда-нибудь наладили, а то ведь тартарары сделали. Гибель, не жизнь. Отсутствие воды в районной администрации объясняют тем, что эта бригада специалистов не справилась с ремонтом насоса на башне. Воду мы не смогли получить. На сегодняшний день привлечена другая бригада. Будем решать проблему. Где-то недельный срок, думаем, управимся. Пока без воды остаются 120 домов. И среди зимы они хотят даже не тепла, а просто помыться и как следует напоить буренок и телят. Выдержат ли они еще неделю? Вся надежда на родник. Рамиль Шайдуллин, Шат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Муслюмовский район. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.